Не так давно в Сыктывкаре прошел 6-й республиканский конкурс профессионального мастерства «Коми Велодыч». Свое педагогическое мастерство на протяжении 3 дней представляли 12 конкурсантов, 5 воспитателей, 7 учителей коми языка и литературы из Сыктывкара, Воркуты, Усть-Куломского, Ижемского, Прилузского, Сысольского и Сыктывдинского районов. Лучшей среди воспитателей оказалась Татьяна Канева, педагог из поселка Зеленец. Сегодня на ее занятии побывала наша съемочная группа. Прямо сейчас на связи Ксения Лосева. Ксения, добрый день. Удалось ли выучить несколько новых коми-слов? Добрый вечер, Евгений. Действительно, такие занятия с включением элемента игры полезны не только взрослым, но и детям. И поэтому сегодня мы очень много нового узнали, обо всем попозже расскажем. А о самой технике и идее сейчас нам расскажет сама победительница конкурса «Коми Велодыч» Татьяна Канева. Татьяна, расскажите, как проходят занятия с малышами? Во-первых, с малышами у меня дети с 2 до 3 лет. Они совсем еще маленькие, они пришли в первый год, первый раз в детский сад. И, естественно, с ними только потешки, стихотворения, песенки какие-то, пестушки. Только вот так. Игры, через игры. Есть ли какие-то особенности, да, и легко ли малышам дается коми-язык? Но вот я считаю, это мое, конечно, мнение, вот я считаю, что чем меньше ребенок, чем он младше, тем он лучше и больше усваивает язык. Даже в сравнении с другими языками. Чем малыш только с ним начал разговаривать, потом он все уже поймет, все уже понятно будет. То есть, получается, все подхватывает на лету? Да, все. У меня дети такие, что они тоже на лету все подхватывают. Правда, что вы с ними общаетесь на коме и в течение дня? Да, конечно. Мы в режимных моментах идем принимать пищу, мы на коме. Идем умываться, мы на коме. Я их зову к себе на коме языке. Там что-то, какие-то поручения попросить, либо переодеть что-то, там обувь на коме языке, да. Где вы черпаете вдохновение и берете какие-то новые инструменты для работы с детьми? У нас есть рабочая программа, у нас очень много есть литературы. Сейчас в республике издается и выпускается тоже много методической литературы по коми-языку. Мы ездим организует лаборатория в КРИРО школа игропедагогики. Это приезжают с республики, педагоги делятся своим опытом. Вот оттуда еще вдохновение черпается. И такой последний вопрос, насколько это важно и нужно, да, вот сейчас все-таки не только русский язык, да, детям преподавать, но и коми. Я считаю, что, живя в республике Коми, я не знаю, мы обязаны знать свой язык, свой родной язык. Вот это мое мнение. Спасибо вам большое за ответы и желаем вам удачи в таком благородном, очень интересном и полезном деле. Ну а я передаю слово студии. Евгений, эфир ваш. Ксения, спасибо. Крайне познавательно было. Напомним, на прямой связи со студией из Зеленца была Ксения Лосева. Продолжим выпуск.